Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 12 ноября. За бортом минус 11 градусов. И мы приехали на речку, чтобы посмотреть состояние реки. И как мы видим, Печора еще у нас сопротивляется. Ледоход идет полным ходом. Края, конечно, уже за берег есть, зашуговано все. Вот как мы видим, воды еще очень много. И Печора идет. Печора идет. Идет также вот еще и Мылва пока. Вот она. Тоже еще не остановилась. Ну и там дальше видим, что все открыто. Пласты крупные. Пласты шумят. Но Печора еще сопротивляется. Печора еще у нас идет. А мы приехали сюда. Пармашор здесь утекает. Ручей, речка Вонючка, можно так сказать. И мы приехали вот сюда. Уже видим, там вот сидят рыбаки. Ловят ершей. Где-то, вот они, вот вижу. Вот они там ловят ершей. Ну и мы тоже попробуем. Потому что ерш клюет в сумерках. Немного попробуем половить ершей. Почему бы нет? Ерш пригодится. А так как мы пока не можем выйти на Печору для полноценной рыбалки, по открытию на налима не можем пока, будем ловить запас живцов. Запас еще никому не мешал, так что мы сейчас собираемся, беру удочку, беру пешню и посмотрим, чем там народ занимается. Поехали. Ну вот, друзья, мы и на месте. Вот такая, вон ёршик только что 3 луночки. Я подошел, здесь как раз рыбачили, ерш клюет вот так отлично. Они наловили уже кучу ерша. Вот я достал тоже свою удочку. И только закинул даже без опарыша. И у меня была поклевка. Выдернул ершика. Пока ходил за камерой. Нацепил опарыша. Пока ходил за камерой. Смотрю, у меня уже долбит только в путь. Так что теперь вот он. Вот такие вот ерши. Так что мы теперь... Вот такие вот ерши, друзья. Так что мы теперь одеваем камеру на голову. И будем ловить ершей. Вон, Печора совсем рядом. Уже везде стоят палки на налимов на заберегах. Идет красавица-кормилица. Ну ничего, пусть идет. Но мы не будем терять времени. Вон я сколько набрал весь комплект удочек. Но походу придется ловить на одну. Так как клев походу просто отличный. Необычно, если хорошо клюет, я ловлю на одну удочку. Если чуть похуже, ставлю вторую. Но мне кажется, вторую ставить не обязательно. Вот она как клюет. Клюет просто замечательно. Третий ершик пошел. Закидаю в кан. Вот 4-й ерш. Как раз вот такой на наживочку средний ерш. Не крупный, не маленький. И рыбаки сказали, что в этом году ерша зашло в эту заводь просто огромное количество. И все ловят потихоньку. Вот так вот. Ну, не напрягаясь. Глубины здесь никакой. Буквально метр воды подо льдом. Ловить очень удобно. Так как не надо выматывать там леску. Тудым-сюдым. До темноты сколько успею, столько успею. Вот так вот. Потом пешней продолблю майночку и просто закину запас. Опа. Пусть ждет своего момента. Вот так.
Мальки что ли долбят тоже. Ладно, не буду ложить. С руки удобней. Вот так. Где-то, да не где-то, бывало и здесь, что поймать ерша — это очень большая проблема, когда ловишь на лема. И частенько я как бы здесь бывает еще, когда печора идет, я ловлю запас вполне достойный, чтобы потом не тратить время, когда уже речка встанет, чисто выставиться и брать с тюрьмы. Вот он как шустро берет. Так, походу можно выставить и вторую удочку с червячком. Попробую. Ёрш обычно на червя клюет лучше, чем на опарыша. На опарыша как бы тоже клюет. Но сейчас мы все-таки выставим и червячка и посмотрим, на что лучше. Ну, вот решил попробовать на такую вот тюльку. Повесил вот такую блесенку. Называется тюлька. Сверху кембрик у меня. Только закинул, уже ёршик клюнул на него. Вот. Больше я, конечно, представил для приманки. Может, подойдет окушок. Или еще что-нибудь интереснее. Но ерша здесь только что. Ёрш клюет. И это радует. Это просто здорово. Вот он. Вот он клюет. Просто одна за одной. Одна удочка у меня на опарыша, которая клюет. Вторая вон на червяка, который тоже клюет. И вот так вот. Так вот мы одну за одной. И там уже у меня штук десяток точно есть. Так что все нормально. О, уже висит ершунчик. Ершунчик-сопливчик. Сожрал всех моих опарышей. Мне кажется, и без опарышей клевать, наверное, должен. Я как-то здесь... О, пошел. Просто на блесенку. У меня там был тройничок и капля. Лед здесь встал без снега. Я просто наловил кучу огромную, больше 100 ершей, наверное, за пару часиков. Вот так вот. Он берет на эту тюлечку также. Так что с живцами мы будем обеспечены. Надо было уже пораньше приходить. Так бы на всю зиму можно было запас наловить. Ну, ничего страшного. Если что, найдем мы их на что ловить. Не ешь, так малек. Все хочу ленька поймать. У меня что-то с леньком не получается. Надо съездить в деревню. Закинули ловушки на озере в надежде на леньков. И все. И после этого мы туда не ходили. Раньше там жили леньки, теперь один малек. Гальян. Речной, то бишь. Не озерный, а речной. О, висел уже. Так что ёрш вот здесь, не знаю, говорят, сейчас и сегодня он днем клевал, а так обычно он клюет в сумерках, то есть на рассвете,
Мужики приходят с фонариками, по темноте еще. И вечерком. Опять же в сумерках. Днем здесь, если за целый день раньше было поймаешь штук 5-6 ершей, это уже хорошо. Бывало, целый день теряешь на то, чтобы живцов поймать. Так что как-то вот так продолжаем дергать ершей. Короче, друзья, поставил на вторую удочку тоже червя, потому что червя берет походу чуть получше. Он, раз, уже здесь. Так, мимо. Он буквально вот на тройничок кусок червя подвесил, и все. И он уже долбит. Вот. И здесь. Вот он, вот он, вот он, вот он. Только успевай. Только успевай. Времени, наверное, сейчас уже через полчасика будет темно. Ну да, 14:38. Я здесь около 15 минут, наверное. Оп, вот он. Опа. Украл червячка. Ну что, продолжаем. Продолжаем дергать. Опа. Теперь уже сюда я насадил маленький кусок опарыша, а туда червя. Друзья, разницы почти никакой. Клюет что там, что там. Просто красота, а не рыбалка. Вот уже долбит. Как говорится, бешеный клев. Кое-какие бы написали. Супер клев, бешеный клев, ерша. А что, может так и напишем? А? Бешеный клев ерша. Вот он какой бешеный. Бешеный клев бешеных ершей. Бешеный клев бешеных ершей. Продолжается. Вот они, мои хорошие. Но это, мне кажется, зимой такого клёва ершей не будет. Он редко клюет вот так азартно, жадно. Вот так. Вот так вот. И у нас их там уже около 20-30-то по-любому уже. Вот они что делают. Ну это то ли... О. Вот так вот. И на опарыша клюнул. На малюсенький прошлогодний опарыш, который у меня все лето пролежал в холодильнике и стал просто микроскопическим. Он, ну, независимо от этого, клюет же. Его просто вот не видно. Вот он. Просто на кончик крючка. Чисто жало закрывает и все. О, уже висит. Уже висит. Жует червя. Ершина. И главное, один ерш только. В подлове никакой рыбы. Опа, уже висит. На этот раз на кембрик.
Ну-ка, здесь висит. Опа. Не висит. Ну, что, кто быстрее? Вот. А парик быстрее. Супер клёверша. Супер клёв. Иди сюда. Иди сюда. Иди туда. Нормально. Сейчас главное, надо будет где-то прорубить майну. Палочку отрезать. И закинуть в садок. А их у меня 2 сегодня. Сегодня смотрел ролик, как какой-то там мужик учил, как держать рыбу всю зиму. Ну да. Там чуть ли не целый завод по выращиванию рыбы он придумал дома. Ну, короче, надо нагнетать туда кислород, тудым-сюдым. А зачем вообще такие сложности? Наловил. Думаю, 5-литровых бутылок есть у каждого в достатке. Если нет, так он купил минералки. Пожалуйста, вот 5-литровая бутылочка. Наловил ершей. Просверлил паяльником дырок. И сидит, что ли, уже, ну. И кидай ты сколько хочешь, хоть 5, хоть 10, хоть 20 бутылок в речку. Ей сколько надо. Надо тебе 10 живцов, взял 10, надо 20, взял 20. Надо 50, взял 50. И они будут в естественной среде обитания спокойно жить столько, сколько надо. Не надо там ничего придумать, там дома их держать, кислород туда нагонять. Они прекрасно живут в своей среде. Только главное не переборщить с количеством. Если это малявка, его можно 500, хоть 600, 700, 800 пятишку, то ершей не больше 40-50 штук. У ершей есть сопли, не забывайте. Так, мне звонят. Сейчас отвечу. Леонок дочь звонит. Все. Ну что, друзья, не знаю, как будет видно. Но хочу вам показать немного ночной съемки. На улице стемнело. У меня уже полкана ершей. И хочу показать, как он клюет при темноте. Ему пофиг на что клевать. Хоть на тюльку, хоть на пульку, хоть на какую-нибудь фигнюльку. Вот он что делает. Вот смотрите. Просто за минуту, я не знаю, сколько успеваю вытаскивать. Это просто сказка. Бывает даже то, что он не успеваешь. Вот здесь уже клюет. Так, здесь сейчас мимо. Так, сделаем чуть поярче. Вот так вот. Так оно будет типа ярче. Он уже подошел. Очень удобно то, что здесь глубины никакой. Очень мелко. Ой. И ловить просто очень удобно. Не надо выматывать, ничего не замерзает. О поправлении там червя там вообще речи нет. Главное, чтобы что-то болталось на крючке. Оно и так долбит. Вот оно. Вот у меня их сколько, их тут уже очень и очень много. Потом, конечно, мы все это пересчитаем, когда будем раскладывать. Мне просто интересно, сколько я их поймал за какой-то час. Ушел. Лунки стянуло. Мороз, видать, крепчает.
Вот они что делают. Вот как-то вот так. Вот такая тюлечка. Тюлечка, пулечка, можно так сказать. Кусочек червячка там на тройничке на одном. Вот все. Насадили червячку. Так как совсем без червей тоже. И все, понеслась. Вон, и там клюет. И уже там клюет. Вот. Вот так вот. Я вам говорю, друзья, бешеный клев. Клев просто бешеный. О, уже долбит. Ну. Здесь уже пошло. О, только закинул. Уже долбит. В темноте так интересно глаза у него блестят. Там у меня уже полкана точно есть. Ведь херши он кишит. Вот. На тюльку даже получше. Или опять там червя съели. Или что? Или где? Вот их сколько у меня здесь. Их просто здесь тьма тьмущая уже. Слишком хорошо тоже нехорошо. Их потом будет столько, что... О, какой еж хороший. Что они задохнутся в своих соплях. Так что, по идее, нам надо не больше 100 штук. А около 100 штук уже, наверное, у нас есть. Так что скоро будем закругляться. Рыбачим уже почти час. И клев просто обалденный. Просто сегодня поеду домой. Сделаю, приготовлю еще пару штук. Можно и больше. 3-4 садка из пятишек. И если так будет клевать, мы наготовим ершей на всю зиму. Вот так вот. Все, выключаемся. Встречаемся, когда будем раскидывать наш сегодняшний улов. Вот они. Черным-черно. В банке. Ну вот, друзья. Все готово. Готова луночка. Готов бутылочки для это садок, то бишь по-простому тюрьма для мальков. Теперь мы сюда набираем воду. Так, мы видим дырочки не до конца. Так, чтобы было место, куда малькам. А теперь у нас они с кана плавно перекочуют в эти бутылочки. Ну а теперь вот у нас почти полкана ершей. Вот. И теперь быстренько закидываем их в тюрьму по одной. Потом умножим на 2. Раз. 2. 3.
77 и 78. 78 это 156 ершей. 156 ершей. В принципе, я их должен был как минимум в 3 банки закинуть. Ну, посмотрим. Так, тут дырок больше. 156 ершей. Дай бог теперь, чтобы они выжили. На первое время хватит. Ёрш еще, в принципе, клюет. Но сегодня хватит. Будет день, будет пища. Так, вот закинем сейчас их сюда в тюрьму. Все. Теперь у них здесь будет запас кислорода. Ладно. Пока так пойдет. Завтра переставлю поглубже. Посмотрим, как вода. Вот, друзья, такая у нас получилась сегодня разведка боем. 156 ёршиков мы поймали. Закинули их в садок. Посмотрели на речку. День прошел не зря. Ждем ледостава на Печоре. Ждем рыбалки на Налима. Всем пока. До свидания.